В это время великого бедствия, когда тень смерти кажется такой близкой, должно прийти спасение. Все ангелы обеспокоены количеством окружающих вас людей, которые завидуют, пытаются ограничить ваши способности и хотят потерпеть неудачу. Враг попытается увести вас от этой вести, потому что он не хочет, чтобы Бог спас вас или прославил вас сегодня. Однако придется дождаться конца. Бог провозгласил, что для того, чтобы жить жизнью с избытком, мы должны осознавать, что мы разделяем в это время. Сегодня ты благословлен, дитя мое. Сначала зарегистрируйтесь на станции и дождитесь выплаты кредита. Ангелы готовы дать вам силу и мудрость сегодня, потому что Бог повелел победить. Теперь прочитайте 15:15, и это будет первая молитва для получения бесчисленных благословений через это Слово Божие. Ответ придет, и если вы поделитесь этим сообщением с несколькими людьми, Бог благословит вас еще больше на этой неделе. Ангелы указывают на то, что ваша жизнь будет наполнена прогрессом и успехом, и если вы будете следовать Божьему плану. Бог послал вам предупреждение о том, что кто-то, кого вы знаете с детства, повлияет на ваши отношения. Они предупреждают вас, что произойдет что-то плохое, и вам следует внимательно прислушиваться к каждому слову голоса. Бог говорит, что в ближайшие 3 часа вы получите удивительное подтверждение и сообщение от кого-то особенного в вашей жизни. Попросите Бога простить все ваши грехи, сказав 64-64, и будьте уверены, что вы станете очень успешным человеком. Любовь, ты принадлежишь Богу, и даже если зло захочет украсть твою радость, верь на слово, ведь ничто не сможет остановить тебя. Вселенная на вашей стороне, в вашей жизни все в гармонии, и у вас ее предостаточно. Бог очень любит тебя и хочет показать тебе истинный путь к счастью, где нет места боли и негативным чувствам. Ангелы предупреждают вас, что сегодня ночью вас попыталась забрать смерть. Поэтому очень важно, чтобы мы выслушали это послание до конца. Теперь напишите 23:23, потому что в ваш дом никогда не войдет ничего, кроме победы, успеха, счастья и болезни. Бог предупреждает вас, что если вы оставите это сообщение сейчас, вы окажетесь в большой опасности из-за опасностей, окружающих вас. Ангелы всегда рядом с вами и готовы защитить вас от любой проблемы, но чтобы дела шли хорошо, ваша вера должна быть крепкой. Бог также показывает, что ваша победа близка, но вы хотите помочь вам обоим, чтобы она произошла и ваша неделя была полна благословений. Ангелы появляются издалека, чтобы защитить вас от любых злых сил, которые пытаются удержать вас от злых сил. Теперь напишите 43:43, чтобы очиститься от всякого греха и обмана в жизни, и я уверен, что вы больше не будете знать греха перед Богом. Бог напоминает нам не доверять, не говоря ни слова, потому что грех ослабляет любовь между людьми и поджидающим их врагом. Господи, Ты мое прибежище, Ты еще тайна, которая показывает, что Твоя великая сила в Тебе и что Ты можешь приближаться к Нему без страха. Ангелы хотят поделиться с вами захватывающим известием об особенном человеке в вашей жизни, о котором скоро станет известно. Дорогой, друг, Бог важен для тебя, если ты хочешь прожить жизнь, полную силы и возможностей. Также напишите 65:65 и покажите, что вы близки к Богу и верите, что ваши дела будут идти соответственно. Бог послал предупреждение о том,
что вы должны иметь с Ним близкие отношения до начала Его плана. Кроме того, если вы поделитесь этим постом, вы достигнете своей первой цели 30 мая. Ангелы дают важное предупреждение, и вам следует быть осторожными, если кто-то хочет причинить вам вред из-за прошлого конфликта. Теперь напишите 4141, чтобы показать, что ваша безопасность в руках Бога, который не оставит вас. Бог предупреждает вас, что многие злые солдаты пытались напасть на ваш дом прошлой ночью, примите это слово. Ангелы предупреждают, что если вы проигнорируете это сообщение, вы можете упустить последний шанс получить сегодня благословение. Если вы проповедуете это послание, значит, Бог решил положить конец всем болезням в вашем доме, чтобы все пророчества исполнились. Все дети, убедитесь, что вы не будете нуждаться, потому что сегодня Бог пришел, чтобы спасти вас и показать, что шанс на успех еще есть. Ангелы указывают на то, что ваше будущее будет светлым, но чтобы добиться успеха в будущем, посейте семена сегодня. Напишите число 4343 и попросите Бога увеличить ваше благословение. Если вы попытаетесь оставить это сообщение сейчас, ангелы предупреждают вас, что в вашей жизни произойдет что-то плохое, и это может вызвать большие проблемы. Они советуют вам избегать других людей, потому что вокруг них может случиться самое худшее. Бог объявляет нечто чудесное, но если вы поделитесь этим посланием сейчас и доведете его до конца, вы насладитесь этим великим благословением. Ведь есть надежда и нет неудачи, все зависит от вашей веры. Бог сделает это. Ангелы предупредили, что сегодня ночью в ваш дом что-то придет и потревожит ваш сон. Если вы хотите присоединиться, попросите пойти. В ближайшие 48 часов неожиданное благословение с большим успехом войдет в вашу жизнь до 30 мая. Бог показывает свою любовь к вам и говорит, что один из членов вашей семьи должен уйти. Он решил спасти эту жизнь сегодня. Ангелы столкнулись с врагом, который хочет помешать вам передать это послание. Важно сопротивляться до конца. Отправьте 565 и получите больше благословений. Если вы не попросите прощения за все свои грехи, Бог обещает, что в ближайшие недели у вас будет мир. Ангелы верят, что до сих пор вы показали свою любовь Богу, и это имеет значение. Прослушав это послание, вы почувствуете благодать Божию. Ангелы указывают на то, что сегодня мир войдет в ваше сердце, и ваш день будет полон благословений. Он верен. Бог послал предупреждение о том, что придет конец, и смерть будет удалена с вашего пути, и Бог снова спасет вас. Теперь скажите 53-53 и получите окончательное голосование за все, что вы поделитесь в этом посте. Ангелы видят, что в вашей жизни все будет хорошо и все ваши долги будут стерты из рук Отца. Правда о человеке, который коснулся вашей жизни, раскрывается без вашего ведома. Важно внимательно слушать каждую секунду этого сообщения, потому что враг устроил вам большую ловушку. Бог спасет вас от всех ловушек, которые враг пытается расставить на вашем пути, потому что ничто не может преодолеть его истину. Напишите 6464, чтобы убрать ревность из своей жизни и простить даже тех, у кого плохие намерения. Бог – причина вашей жизни, поэтому вы всегда должны быть благодарны за все, что с вами происходит.
Ангелы указывают, что в следующие 12 часов вы получите призыв к благословению с этим сообщением, которое принесет вам новые возможности. У Бога есть что-то важное, чтобы сказать вам, и подобное послание может сделать вас успешным человеком в этом месяце. Позвоните по номеру 5656, чтобы устранить все возможные угрозы сегодня. Иегова, твой Спаситель, пришел спасти тебя. Ангелы предупреждают вас, что ваша жизнь в опасности, потому что люди планируют причинить вам вред. Отнеситесь к этому серьезно. Бог очень любит вас и хочет, чтобы вы знали, что Он — единственный Спаситель, который заполняет каждое место в вашем сердце. Ангелы указывают на то, что женщина с длинными волосами попытается создать вам множество проблем в жизни, и к этому важно подготовиться. Дни славы приближаются, но сначала выразите свою признательность защите Лос-Анджелеса, показав им большой палец вверх. Напишите 31, и ни у кого в вашей семье не будет финансовых проблем, и вас ждет большая известность. Бог хочет, чтобы вы были частью последнего призвания, чтобы все исправить. Мы побеждаем врага во всех сферах жизни, и ничто не может победить нас. Если вы попытаетесь убежать от этого имени, вы проявите слабую веру, и если вы хотите изменить свою жизнь, вам придется во многом верить, это подтверждают ангелы. У Бога есть важное послание о старухе, которая хочет причинить вам вред. Ангелы предупредили, что до этой недели мы пытались умереть, но вмешательство Бога помешало нам. Вот почему вы должны укреплять свою веру. Бог заявил, что любой, кто примет это послание до того, как оно придет, столкнется с ужасными последствиями. Важно, чтобы вы передали это сообщение всем сторонам, потому что враг кричит на вас, и ничто не может вам навредить. Напишите 3434 и молитесь, чтобы ваш путь был чистым, и чтобы Бог послал исцеление нуждающимся в вашей семье. Ангелы предупредят вас, что кто-то из вашего соседа из ревности назвал вас по имени, и узнайте, отвергли вас или нет. Бог просит вас использовать это время, чтобы исповедовать свои грехи, и тогда все ваши проблемы будут решены. Детка, твоя жизнь в опасности, поэтому тебе придется сделать все, чтобы получить последнюю свободу и не дать злу причинить тебе вред. Бог показывает, что Он коснется вашего сердца и покажет вам хорошие возможности изменить свою реальность. Следуйте по этому пути. Ангелы очень хотят сообщить вам хорошие новости, но важно внимательно выслушать сообщение, пока не стало слишком поздно. Бог предупреждает вас, что в вашем районе есть кто-то, кто причинит вред вашей жизни, но это сообщение предназначено для вашей защиты. Идея состоит в том, что если ангелы захотят выслушать послание в конце и пропустить его, ваш стол не останется без еды. Вот важное предупреждение о сюрпризах, на которые следует обратить внимание заранее. Ангелы направляют вас, а Бог дает вам силу и стабильность свыше. Позвоните по номеру 7575 и скажите, что ваше финансовое здоровье – это состояние, созданное вашим Отцом. Ангелы объяснили, что вам необходимо прочитать это послание до конца, если вы хотите получить Божье благословение в своей жизни. «Дитя мое, враг придет и заберет твою жизнь, но твой опекун не успокоится, и начнут происходить хорошие вещи». Ангелы хотят проповедовать хорошие новости, но важно, чтобы мы слушали внимательно, чтобы не разочароваться.
Бог любит вас и хочет помочь вам прожить хорошую жизнь, если вы следуете духовным путем. Ангелы рады, что вы пришли сюда, и хотят, чтобы их голос был как дома. Они надеются, что вы будете наслаждаться жизнью в полной мере. Теперь прочтите 4545, чтобы все упомянутые блага приумножились и дело Господне увенчалось успехом. Аминь. Ангелы говорят, что когда вы приедете, ваша жизнь будет счастливой, а ваша семья получит все блага. Бог действительно хочет, чтобы вы чувствовали себя комфортно с нашими посланиями и жили своей жизнью в полной мере. Каждая богиня напоминает вам, что каждую ночь существует множество злых сил, которые из-за постоянного беспокойства пытаются нарушить ваш сон. Однако с этого момента ситуация изменится, если вы будете следовать инструкциям. Понятно, что если вы сможете простить тех, кто причинил вам боль, каждое место в вашем сердце наполнится любовью. Ангелы сказали: если ты быстро узнаешь в доме о женщине, о которой говоришь, ты узнаешь, что она говорит плохо. Расшифруйте 4343, чтобы на вашем столе не было недостатка в еде и питье, и любая болезнь, которая попытается приблизиться к вам, будет побеждена. Бог очень хочет, чтобы мы дошли до знакомого места, чтобы у нас была хорошая жизнь, все было хорошо. К счастью, вам не нужно ждать, пока все произойдет в один и тот же день, чтобы увидеть результаты. Бог попросил меня предупредить вас, что любовь – единственный выход из этого грешного мира. Когда вы по-настоящему начнете любить и ценить своего ближнего, произойдут удивительные вещи. Ангелы готовы поговорить с вами о важных вопросах, касающихся людей, которые намерены навредить вашей жизни. Если вы последователь Христа, напишите число 4141 в качестве заключительной молитвы и попросите всех благословений, которые Бог дает вам, для роста в жизни каждый день. Пожалуйста, поставьте лайк и проигнорируйте этот пост, чтобы не стало хуже. Бог сказал, что хочет, чтобы вы были частью последнего призыва быть пустыми и отказаться от своего плохого поведения. Различные ангелы сражаются каждый день, чтобы защитить вас и не дать врагам сбить вас с ног и избить. Ангелы сказали, что у твоей матери беда, но если ты прислушаешься ко всем словам, ничего плохого не произойдет, потому что Бог позаботится о ней. Также напишите «Я доверяю вашим словам», чтобы показать, что мы не зря. У Бога есть хороший план для вас. Он не хочет видеть вас потерянным и слабым, поэтому Он призывает вас отдаться Ему, чтобы ваша жизнь наполнилась процветанием. У ангелов есть знак, что это послание навсегда изменит ваш путь и спасет от тьмы. Каждый раз, когда вы просите прощения за все свои грехи, Бог принесет в вашу жизнь много хороших чувств. Все дети. Я смотрю на твои шаги с завистью и злобой и готов к великому потоку твоей жизни. Вы должны найти способы вмешаться. Бог дал вам новую работу, и только Он может осуществить ваши лучшие мечты. Поэтому я хочу, чтобы вы старались изо всех сил и создавали интересные вещи. В ближайшие часы природа будет на вашей стороне, вокруг вашего дома будет много хорошей энергии, и вы, без сомнения, будете жить в мире. Теперь напишите 1212, и многие благословения, упомянутые в этой книге, начнут сходить на вас от могущественных ангелов. Если ты вернешься домой уставший, но будешь упорствовать, Бог даст тебе силы.
Твое время придет. Ангелы советуют вам как можно скорее уйти от этого очевидного человека, прежде чем с вашей семьей случится что-то плохое. Завтра смерть войдет в вашу жизнь, но если вы останетесь такими же сильными, как сегодня, перед вами откроются новые возможности. Да поможет вам Бог погасить долг до конца сентября. Аминь. Ангелы видят, что на вас пытается напасть что-то странное, поэтому важно не упустить это и продолжать до конца дня. Каждый день Бог направляет путь вашей жизни, и двери для вас открыты, потому что ничто вас не остановит. Все враги пытаются убить вас каждый день, поэтому чем больше вы будете слушать наши послания и Бога, ваша жизнь будет спасена. Ангелы говорят, что в следующей части этого послания вы получите 2 благословения, и ваша семья больше не будет в смятении. Бог – твоя защита, и если ты скажешь «Аминь» до конца, я назову твою жизнь полной красоты. Комментарий 12:45. Несмотря на старые проблемы, все будет хорошо, сын мой, потому что Бог прольет свет. Ангелы говорят, что отныне в твоей жизни произойдет много хорошего, потому что с тобой Бог. Все, что Бог просит вас сделать, это начать бизнес сейчас, чтобы большое денежное чудо могло произойти в ближайшие 58-48 часов. Врагам не нужно ваше счастье, поэтому вы используете его, чтобы избавиться от людей. Живи до конца, сынок, пока не поздно. Я благодарю Бога, мой сын. Он не оставит вас, потому что Он заботится о вас, и Его планы хороши для вас. Нет ничего лучше, чем преодолевать трудности этого путешествия и праздновать свои победы. Всегда помните, что вы не одиноки. Я всегда рядом с тобой, направляю тебя, защищаю и благословляю каждый твой шаг. Ваш успех – моя радость и моя вечная преданность вам. Верьте в себя, свои способности и красоту предстоящего путешествия. Если ваши финансовые благословения обеспечены, вы добьетесь большего успеха. Двигайтесь вперед с верой, смирением и верой, и ваш путь откроется. Завершите эту молитву с великой верой и убеждением. Дорогой Бог, мы так благодарны за все благословения, которые Ты вложил в нашу жизнь. Мы молимся со всем смирением и радостью, зная, что каждое финансовое благословение, которое мы получаем, это дар от Вас, источника изобилия. После этого опроса вы можете поделиться им с 5 людьми и отправить его 5 друзьям или позвонить в WhatsApp, чтобы охватить больше людей. Не разрывайте эту цепочку. Цель – поверить в себя, свои способности и способность изменить мир вокруг себя к лучшему. Если вы придерживаетесь своей веры, объясните ее. Я делюсь с Богом. Господь, спасибо Тебе за укрепление наших финансовых благословений и за то, что сопровождаешь нас в этом путешествии. Твоя благодать и милость сильны и ведут нас во времена неопределенности и триумфа. Мы знаем, что это было бы невозможно без Вашего руководства и любви. Во время этой молитвы мы просим божественной мудрости. Дайте нам свет, который нам нужен, чтобы понять, как мы можем использовать эти благословения в нашем служении и как мы можем помочь нашим ближним. Пусть наше сердце прислушиваются к нуждам окружающих и действуют с уважением и состраданием. Здравствуйте, мы ищем рекомендации по принятию финансовых решений. Помоги нам быть верными распорядителями богатства, которое Ты нам дал.
Дай нам мудрость принимать разумные финансовые решения, разумно инвестировать и планировать будущее, соответствующее нашим целям. Пусть ваша мудрость просветит наше сердце и поможет нам достичь наших целей. Помогите нам преодолеть страх перед деньгами, потому что мы знаем, что ваши требования становятся все больше и больше. Господь, мы молимся, чтобы наши финансовые благословения превзошли наши потребности. Пожалуйста, следуйте за нами, сэр. Мы также ищем вашей защиты и руководства в нашем финансовом путешествии. Мы понимаем, что сталкиваемся с проблемами и препятствиями, но мы верим в вашу силу, которая даст нам силу и руководство. Пожалуйста, помогите нам преодолеть все трудности с верой и решимостью. Пусть наше сердце наполнится благодарностью за все благословения, которые мы получили, и все, что нас ждет впереди. Давайте проявим доброту и щедрость и будем примером веры во всех аспектах нашей жизни. Наконец, Господь, мы молимся, чтобы наша жизнь определялась смирением и служением. Все благословения, которые мы получаем, исходят от вас, и мы всегда помним, что являемся временными распорядителями этих ресурсов. Мы услышали от вашего имени. Мы молимся с верой и убеждением, что ваша любовь может случиться в нашей жизни. Благослови нас, Бог, пока мы продолжаем идти в вере, надежде и любви. Пусть Твой свет сияет на нас и освещает каждый путь, который мы встречаем. Во имя Иисуса, аминь. Помните, что ваши финансовые благословения – это драгоценные дары, но ваше настоящее богатство в вашем духовном хождении и отношениях, которые вы устанавливаете с другими. Жизнь имеет смысл, когда вы сбалансируете свои основные части для психического, эмоционального и финансового здоровья. Никогда не забывайте самое важное в жизни – любовь, сострадание, смирение и служение другим. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что меня ждет, мой драгоценный мальчик. Ваше финансовое благополучие гарантировано, и это ваше время для расцвета. Продолжайте свой путь с верой, смирением и верой, и вы обретете изобилие во всех сферах своей жизни. Знай, что я всегда рядом с тобой, слушаю твои молитвы, направляю твои шаги, осыпаю тебя своей вечной любовью. Благодаря этому благословению вы готовы достичь более высоких уровней и осуществить свои мечты. Напиши «Я» и помни, что ты любишь меня безоговорочно. Я рад видеть, что ты успешен и у тебя все хорошо в жизни. Вас ждут великие дела, так что идите вперед с уверенностью. Я призываю вас развивать мышление роста. Мир полон возможностей и проблем, и для того, чтобы использовать этот талант, необходимо ваше желание учиться и расти. Открывайте новые горизонты и приобретайте новые навыки. Образование и знания – мощные партнеры в вашем стремлении к успеху и достижениям. Помните, что каждое испытание – это возможность учиться и становиться сильнее. Терпение – важное качество для достижения финансовых целей. Вам предстоит столкнуться с, казалось бы, непреодолимыми препятствиями, но величайшие победы всегда приходят после самых тяжелых времен. Как бы высока ни была гора, продолжайте идти. И будьте терпеливы. Молитва о финансовых благословениях не принесет вам немедленного успеха. Иногда требуется время, чтобы ваши усилия были полностью реализованы. Сохраняйте веру, оставайтесь сосредоточенными и знайте, что время на вашей стороне.
Не забудьте позаботиться о себе в этой поездке. Физическое, психическое и эмоциональное здоровье необходимы для здоровой и счастливой жизни. Найдите время, чтобы отдохнуть, поразмышлять и освежиться. Берегите себя, потому что вы храм. Напиши «Я храм Божий». Еще один важный метод – сегментация. По мере увеличения вашего финансового благосостояния вам захочется объединить все свои ресурсы одновременно. Но увеличение вашего дохода и ресурсов – это разумная стратегия, позволяющая снизить риск и заложить прочный фундамент для будущего. Не забывайте поддерживать духовную связь. Ваше финансовое путешествие – это лишь часть вашего большого духовного путешествия. Оставайтесь на связи посредством молитвы, медитации и медитации. Ищите руководство у нашей божественной связи. Знай, что ты мой путь благословения в этом мире. Используйте это благословение, чтобы оказать положительное и продолжительное влияние на жизнь других. Этот акт любви и служения будет вознагражден многократно. Не забывайте жить с верой и быть щедрым во всем, что вы делаете. Бог напоминает нам, что если вы воспользуетесь благословениями, которые я дал вам, чтобы уменьшить страдания других, вы достигнете моей цели. Доброта и сострадание – путь к любящему сердцу. Господь ведет нас такими словами: «Вы уважаете мое руководство, когда ищете мудрости при принятии финансовых решений. Я научу вас искусству принятия разумных финансовых решений». Это основа моей веры. Придерживайтесь своих правил, даже если вам хочется пойти другим путем. Честность и порядочность – качества, которые я ценю больше всего. Бог напоминает нам не доверять, не говоря ни слова, потому что грех уменьшает любовь между людьми и врагами. Господи, Ты мое прибежище – это еще и тайна, показывающая, что Твоя великая сила находится в Тебе и что Ты можешь без страха приближаться к ней. Ангелы рады поделиться новостью об очень важном человеке в вашей жизни, который скоро станет известен. Дитя мое, если ты хочешь жизни, полной возможностей и ценностей, у Бога есть что-то особенное. Напишите 6565 еще раз и покажите, что вы можете приближаться к Богу и верить, что все будет хорошо. Бог показывает вам, что вы должны иметь с Ним близкие отношения, чтобы осуществить все Его планы. Если вы поделитесь этим постом, вы достигнете своей первой цели к 30 мая. Ангелы дают важное предупреждение, и вам следует быть осторожными, если кто-то думает причинить вам вред из-за прошлого конфликта. Теперь напишите 4141, чтобы обеспечить свою безопасность в руках Бога, который не оставит вас. Это сообщение было отправлено, потому что Бог сейчас предупреждает вас о силах зла, которые вчера пытались напасть на ваш дом. Ангелы предупреждают, что если вы проигнорируете это сообщение, вы можете упустить последний шанс получить сегодня благословение. Бог пообещал, что Он удалит все болезни из вашего дома, если вы будете проповедовать эту благую весть, чтобы все пророчества исполнились. Аминь. Дитя мое, знай, что ты не будешь слабым, потому что сегодня Бог спас тебя и показал, что у тебя еще есть шанс стать успешным человеком. Ангелы показывают, что ваше будущее полно обещаний и благословений. Вы будете процветать. Начните сеять семена будущего успеха уже сегодня. Напишите 4343
и помолитесь, чтобы Бог благословил вас еще больше в будущем. Если вы сейчас попытаетесь проигнорировать это сообщение, ангелы предупреждают вас, что в вашей жизни произойдет что-то плохое, и это может вызвать большие проблемы. Они советуют вам избегать других людей, потому что вокруг них может случиться самое худшее. Бог объявляет нечто чудесное, но если вы поделитесь этим посланием сейчас и доведете его до конца, вы насладитесь этим великим благословением. Ведь есть надежда и нет неудачи, все зависит от вашей веры. Бог сделает это. Ангелы предупреждают, что сегодня ночью что-то потревожит ваш дом и потревожит ваш сон. Если вы хотите принять участие, важно, чтобы вы захотели пойти. Аминь. Неожиданное благословение с большим успехом войдет в вашу жизнь в ближайшие 48 часов до 30 мая. Бог показывает свою любовь, сообщая вам, что кто-то в вашей семье переживает трудности. Сегодня вы избраны, чтобы спасти эту жизнь. Ангелы часто сражаются с врагами, желающими защитить вас от слова. Важно сопротивляться до конца. Комментируйте 6565 и будьте уверены, что на вашем пути постигнет много благословений. Если вы еще не простили все свои грехи, Бог обещает, что в ближайшие недели наступит мир. Ангелы чувствуют, что сейчас вы показали, насколько сильно вы любите Бога, и что это будет важно для ваших перемен. Услышав это послание, в вас вошла благодать Божия. Ангелы указывают на то, что сегодня мир войдет в ваше сердце, и ваш день будет полон благословений. Ты должен верить. Бог исполнил это предупреждение и убрал смерть с вашего пути, и Бог послал вас спасти вас. Теперь посмотрите на 53:53 и произнесите одну из моих последних молитв о том, чтобы поделиться этим святым именем. Ангелы увидели в видении, что все в вашей жизни будет хорошо и все ваши бремена падут в руки Отца. Правда о человеке, который создал проблемы в вашей жизни, выходит наружу, даже не зная, что Бог коснулся вас. Важно внимательно слушать каждую минуту этого сообщения, потому что враг приготовил для вас большую ловушку. Бог сохранит тебя от всех ловушек, которые враг расставит на твоем пути, потому что нет ничего, что верующий мог бы преодолеть. Напишите 6464 и уберите ревность из своей жизни, и всем сердцем простите тех, кто хочет причинить вам боль. Каждый Бог – причина вашей жизни, поэтому вы всегда должны быть благодарны за все хорошее, что с вами происходит. Ангелы ждут вашего звонка в течение следующих 12 часов, чтобы благословить послание и открыть новые возможности. У Бога есть что-то особенное, чем Он хочет поделиться с вами, и одно из этих посланий может помочь вам добиться успеха в этом месяце. Введите 6565 и будьте в безопасности от любых возможных угроз. Сегодня твой Спаситель Иегова пришел поддержать тебя. Ангелы предупреждают вас, что ваша жизнь в опасности, потому что люди хотят причинить вам вред. Отнеситесь к этому серьезно. Бог очень любит вас и хочет, чтобы вы знали, что Он – единственный Спаситель, который заполняет каждое место в вашем сердце. Ангелы указывают на то, что женщина с длинными волосами попытается создать вам множество проблем в жизни, и к этому важно подготовиться. Дни славы приближаются, но сначала выразите свою признательность защите Лос-Анджелеса, показав им большой палец вверх.
Напишите 3131 и помолитесь, чтобы ни у кого в вашей семье не было финансовых проблем, потому что будет много благословений. Бог хочет, чтобы вы были частью последнего призвания, чтобы все исправить. Побеждайте врагов во всех сферах жизни. Мой друг, у меня для тебя особый сюрприз. Знайте, что, услышав эти слова, началось исцеление, которого вы ищете, благословения, которых вы желаете, и финансовое удовлетворение, которого вы желаете. Как ваш Отец Небесный, я видел ваши слезы и испытания. Пришло время побаловать себя хорошей книгой. Я дающий, целитель, дающий надежду. Я надеюсь помочь вам достичь своих целей и прожить счастливую жизнь. Друзья, помните, что у врачей, юристов и солдат есть важная работа в мире, но я единственный, кому будет дарована вечная жизнь. Ищите меня превыше всего, и вы обретете истинное удовлетворение, зная, что в моем присутствии вы обладаете силой превратить хаос в вопросы единства, трудности, в признаки веры, неудачи, в победу. Нажмите 10, чтобы вспомнить. Аминь. Иисус сказал: «Для меня это невозможно». Я рад принести вам много благословений, таких как смех, финансовый успех и хорошее здоровье. Вы совершили замечательную денежную трансформацию, которая принесет вам много благ, богатства, здоровья, счастья и радости. Я всегда с тобой, я направляю тебя, я забочусь о тебе, потому что я твоя защита и твоя сила. Через меня вы обретете успех, богатство и вдохновение. Если ты доверяешь мне во всем, ты добьешься успеха в карьере, деньгах, жизни и отношениях. Это будет похоже на волшебство. Эти благословения подарят вам большое счастье, яркую улыбку и даже прибыль. Да, я могу дать вам много наград и благословений. Сегодня я призываю вас запомнить 3 важные истины. Поверьте мне, потому что я буду направлять вас во всех отношениях. Хоть это и сложно, но у меня еще есть силы починить то, что сломано. Поверь мне, я починю то, что сломано. Как Иисус сказал ранее, есть вещи, которые человек не может сделать, но с Богом все возможно. Эти слова правдивы, поэтому примите их близко к сердцу. Господи, я здесь, чтобы изменить Твое лицо, превратить печаль в радость и вывести из бедности. Не беспокойтесь о том, что произойдет с вами сегодня. У меня есть все силы, и я буду сражаться в Твоей битве. Если вы чувствуете грусть, потерянность и депрессию, сделайте это еще раз. Я уберу вашу боль, проблемы и заменю их здоровьем, счастьем и покоем. Ваш аккаунт полон успехов, и сегодня вечером, когда я буду спать, я сотворю чудо, о котором просил. Любовь моя, я буду продолжать любить тебя и обнимать тебя райским утром. Произошло странное событие, и все горе и печаль закончились. Вместо этого вы будете наполнены бесконечной радостью и бесчисленными благословениями. По мнению Бога, моя цель, чтобы мои дети жили как можно лучше. Я не хочу, чтобы ты мучился в горестях и страданиях, но хочу, чтобы ты вкусил успех, здоровье и процветание. Бог обещал светить ваш путь, когда темно. Во времена сомнений помните, что ваша любовь не знает границ. Он всегда готов поддержать вас и излить свою благодать.
Бог изменит вас и благословит вас и ваших близких богатой жизнью. Позвоните по номеру 111 для подтверждения. Бог говорит, что каждая проблема, с которой вы столкнетесь, будет решена, и каждое препятствие проложит путь к лучшему будущему. Когда вас вот-вот охватит горе, помните, что Бог всегда рядом, чтобы дать вам утешение и силу. Дай своему единородному Сыну Иисусу Христу жизнь вечную. Пусть Бог благословит вашу жизнь больше, чем вы можете себе представить. Готовьтесь к успеху и многому другому. Оставайтесь в Его присутствии и будьте сильными, следуя Его указаниям, чтобы эта неделя была наполнена большим количеством благословений, чем раньше. Будьте готовы к сезону беспрецедентного успеха и изобилия. Вы обнаружите, что в вашу жизнь войдут благословения, о которых вы даже не мечтали. «Я пришел исцелить тебя и исцелить тебя». Я понимаю, что многие из вас испытывают финансовые трудности, но знайте, что я здесь, чтобы помочь вам в это необычное время. Но поверьте мне, я возьму вас в это путешествие, которое я приготовил для вас. Мое дорогое дитя, сегодня к твоей двери приходят беспрецедентные благословения. Уже через несколько часов вы будете счастливо улыбаться и хотеть сообщить своим близким радостную новость. Божья любовь изольется на вас и принесет вам ту любовь, которую вы желаете, финансовую поддержку, в которой вы нуждаетесь, и исцеление, которого вы действительно заслуживаете. Когда печаль тяжела в вашем сердце и слезы наворачиваются на глаза, оставайтесь верными тому факту, что Бог с вами, любит вас и искренне заботится о вас. Это ваше время исцеления. Вам возвращается весь урон от врагов, и ваше здоровье сохраняется навсегда. Меньше чем через неделю возможность постучиться в вашу дверь. Ваш кредит будет аннулирован, а ваш аккаунт закрыт. Будьте уверены, что ваше финансовое положение изменится, и ваша личная жизнь будет процветать. Будьте готовы ко многим благословениям, счастливым дням, стабильному доходу и улучшению здоровья. Ожидайте в ближайшие дни большого финансового успеха, который повлияет на будущие поколения. Помните, что Бог – ваш пастырь и позаботится обо всех ваших нуждах. Ваша доброта и любовь с вами на каждом этапе пути, сейчас и навсегда. Сегодня начинается процесс исцеления всей вашей семьи, обретения любви, исцеления и поиска подходящего человека. В вашей жизни произойдут чудеса, и ангелы поспешат исполнить ваши молитвы и нужды. Пусть чудеса в твоей жизни докажут вечную силу моей веры и мою вечную любовь к тебе. Верьте в дорогу впереди. В жизненные взлеты и падения магия может проникнуть в ваше сердце. Я молюсь о защите от вреда в вашей жизни, времени, деньгах и семье во имя Иисуса. Я изливаю на тебя любовь. Нажмите 1212, чтобы скачать. Прошу вас поддержать Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Иисус сказал: «Возлюбленные, знайте это. Вы не будете одиноки в этом путешествии. Я всегда рядом с тобой, готов направить и защитить тебя от всех бурь. В ближайшие дни я буду готов восстановить ваше здоровье, восстановить ваши отношения, вернуть силы, покой и интерес к жизни и залечить ваши раны. Как наш Небесный Отец, я рад удовлетворить все ваши потребности и открыть двери небесные, чтобы благословить вас.
Помните, что мое присутствие не только в счастливые времена, но и во времена боли и печали. Я здесь, чтобы утешить вас, дать вам силы и помочь вам преодолеть ваши проблемы. Убедите меня, что я милостивый Бог, дающий благодать и любовь без осуждения и осуждения. Я Создатель всего, от величия мира до самой маленькой жизни. Давайте вместе объявим, что в вашу жизнь придут проявления божественной силы, целительной мудрости и благодати. Вы тот, кто получит Божье благословение. Сделайте глубокий вдох, отдохните в моей красоте и ждите, чтобы поразиться моей красоте. Я Бог, дающий благословение, и я хочу дать вам много благодати. Я источник исцеления, восстановления и искупления, дающий силу, надежду и утешение сломленным. Я охраняю твое будущее, полное побед и славы. Будьте благодарны за благословения, которые вы получили, пока я победоносно веду вас в будущее. Будьте готовы к большим переменам, когда небо согласится с вами и позволит расти и процветать. По мере роста вашего богатства растет и ваша способность благословлять окружающих и создавать процветающий мир. Мир ждет волн позитивной энергии во всех сферах жизни, которые углубит ваши отношения, расширит вашу работу и увеличит ваше счастье. Примите изобилие, которое вас ждет, и используйте каждую возможность с верой и убеждением. Ваша вера в меня будет расти, когда вы увидите чудеса в своей жизни. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. Моя любовь к тебе вечна, и я всегда буду рядом, чтобы направлять и защищать тебя на каждом этапе пути. Он не имеет границ и посылает ангелов делать то, что вам нужно, защищать вашу семью и давать вам больше. Приготовьтесь стать свидетелем чудес и открытий, которые навсегда изменят вашу жизнь в эти выходные. При необходимости введите 15-15. Мужчина сказал, что если ты веришь в меня, тебя ничто не остановит. Каждая потраченная копейка возвращается к вам в 10-кратном размере, что экономит ваши деньги. Будьте уверены, мои слова не ограничены. Нет конца. Я поведу вас по правильному пути к лучшему будущему. Дайте мне, и я исцелю вас и превращу ваши неудачи в возможности. Я твое утешение во времена одиночества. Я твоя сила, когда ты слаб. Я твоя радость в трудную минуту. Дорогой Отец, давайте помолимся вместе. Спасибо тебе за твою бесконечную любовь и милосердие. Дай мне силы распространять твою любовь и радость. Спаситель, спасибо тебе за твою жертву, которая дала мне новую жизнь через Иисуса Христа. Сегодня я принимаю Божью благодать и выбираю жить без греха. Небесный Отец, спасибо тебе за дар жизни и возможность видеть свою любовь каждый день. Доверьтесь Божьему времени, чтобы узнать, что лучше для вас. Будьте позитивны и не позволяйте негативным мыслям управлять вами. Помните, что Бог решит все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Чего бы вы ни просили, верьте, что это у вас уже есть, а оно к вам придет. Но вы должны верить в свою молитву без сомнения, потому что сомнение подобно морским волнам, легко развиваемым ветром. Доверьтесь Божьим обещаниям и узнайте Его план для жизни. Его любовь к тебе безгранична и вечна. Будьте уверены, что Бог не оставит и не покинет вас. Истинное счастье и удовлетворение можно обрести, когда ваша вера сильна и ваше сердце восприимчиво.
В начале новой недели ждите каких-то перемен, никаких действий, никакой необходимости, у вас будет много дел. Ожидайте, что Бог принесет исцеление, защиту и духовное руководство в вашу жизнь, когда вы начнете это путешествие. Приготовьтесь к взрыву удивительного разнообразия, которое вызовет у вас трепет и благодарность. Всемогущий Бог на вашей стороне, готовый защитить вас и победить ваших врагов. Доверьтесь Богу, и Он благословит вас и вашу семью полноценной жизнью. Он исцеляет ваши раны и превращает ваши ошибки в хорошие результаты. Я молюсь, чтобы Бог дал вам духовный и финансовый рост и восстановил ваше здоровье, финансы и отношения во имя Его. Сегодня начинается новая глава, полная удивительных благословений, великой радости и великого удовлетворения. Я бесстрашно заявляю, что достоин благодати Божией и готов получить больше любви, исцеления и успеха. Приготовьтесь удивиться словам, которые принесет Бог. Небо открывается, и дождь благословляет вашу работу. Радуйтесь победе, которая принесет вам победу, которую Иисус уверенно обещал, и будьте уверены, что у вас никогда не будет недостатка в упорном труде. Вы хотите счастья, здоровья и настоящей любви, и вы это получите. Введите 17:17, чтобы вспомнить. Господь Бог сказал, что быстро восстановит ваше здоровье, ваши отношения и ваши финансы. Вскоре у вас будет достаточно денег, чтобы оплатить все счета и делать то, что вы хотите. Когда мы с Богом, мы переживаем неожиданные чудеса и изменения в жизни. Его доброта длится вечно, и Его милость длится вечно. Да благословит и сохранит вас Бог. Пусть ваши глаза сияют благодатью и миром. Сосредоточьтесь на решении проблем в молитве. Не беспокойтесь и молитесь с верой, чтобы открыть дверь небес для чудес. Те, кто заблудились или заблудились, ищут вечного мира от Бога. Просите, просите, нападайте, знайте, что Бог ответит и направит вас. Божья благодать окружает вас и берет под свое крыло. Четко скажите, что вам нужна помощь, полностью доверьтесь Ему и отпустите страх и сомнения. Иисус однажды сказал, что каждый, кто слушает мое учение и следует Ему, подобен мудрому человеку, построившему свой дом на горе. Примите эту мудрость и обретите через нее свободу, зная, что каждая стрессовая ситуация может принести покой. Депрессия, тревога и депрессия вместо покоя. Помните, что Бог с вами, Он видит вас, Он слышит вас, Он заботится о вас и очень любит вас. Преодолеть жизненные трудности – ваша задача. Посмотрите на Слово Божье в нем. Не бойся, ведь Бог с тобой, Он даст тебе силы, Он поможет тебе, Он пройдет мимо тебя. В краткосрочной перспективе ваша история будет историей обещаний, успеха, изобилия, любви и счастья. Мальчик, не забывай доверять мне. Вы не будете одиноки. Я с тобой во всей твоей радости, и каждое утро приносит новые благословения. Не теряйте надежду после плохого дня. Стремление к будущему и стремление к новым возможностям для благословения. Когда ты грустишь и плачешь, всегда помни 3 важные вещи: Бог с тобой, Бог любит тебя и Бог очень заботится о тебе. Ваш возлюбленный Иисус ждет вас у дверей вашей сосредоточенной молитвы. Предстоящая неделя будет особенной, временем радости, любви и мира.
Исключите вредные привычки из своей жизни. Вас ждет новая эра свободы, процветания и роста. Как твой Создатель, я защищаю тебя, пока дышу. Я создал тебя по своему образу, и я здесь, чтобы помочь тебе и спасти тебя в трудную минуту. Король сказал: напишите 1919 год, это ваше время вернуться, потому что все, что враги отняли у вас, вернется. Приготовьтесь получить множество благословений, которых никогда раньше не видели. Поверь мне, моя любовь. Я был с тобой всю твою жизнь. Дарите регулярно и экономьте. Пока вы отдыхаете сегодня вечером, Бог воздаст хвалу чуду, о котором вы молились. Это устранит все заботы из вашей жизни. Когда все кажется невозможным, я приношу вам силу исцеления. Иисус сказал, что я свет миру. Тот, кто следует за мною, никогда не будет ходить во тьме, но у него будет свет, который будет вести его. Отслеживайте его и наблюдайте за прогрессом и успехом. Те, кто следует учению Иисуса, так же мудры, как и те, кто строит свой дом на камне. Я хочу, чтобы вы заявили о себе вслух. Даже если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Я всегда готов выслушать и ответить на ваши звонки. Держи меня близко к своему сердцу, и я буду защищать тебя повсюду. Знай, что я всегда с тобой, наблюдаю за тобой и направляю тебя на каждом этапе пути. Я всевидящий Отец и знаю ваши мысли и желания. Жизнь может быть трудной и трудной, но помни, я всегда с тобой. Если у вас есть проблемы, приходите ко мне. Спроси меня о своей тайне, и я услышу. Я обещаю публично, что вознагражу тебя за то, что ты нашел меня наедине. Мне повезло, и я рад их успеху, но грустно, если они забудут меня и посмотрят на свой успех. Помните, что я дал вам силу, мудрость и возможность добиться успеха. Если да, поверьте мне и примите мое присутствие в своей жизни. Оставайся со мной, и я буду продолжать благословлять и направлять тебя. Я здесь, чтобы защитить тебя под своими защитными крыльями. Моя честность защитит вас от любых проблем. Доверьте нам, чтобы мы выдержали жизненные бури и были рядом, когда вы нам нужны. Ты мой любимый мальчик, и я тебя очень люблю. Помните, что ваши слова имеют силу. Мы, христиане, пишем Слово Божие своими устами. Через молитву и проповедь мы можем разрушить твердыни и одержать победу во имя Его. Будьте смелы, когда говорите Слово Божие, зная, что оно может изменить вашу ситуацию. Если вам грустно, поговорите с Иисусом в молитве. Он слушает и понимает вашу боль и приносит утешение и радость. Введите 2121 для подтверждения. Мы хотим помочь нам продолжать распространять Слово Божье. Аминь. Бог учил, когда ты преодолеваешь печаль, помни 3 вещи. Вместо того, чтобы беспокоиться, молитесь, будьте смелыми, потому что я дам вам силы и надежду на жизнь, полную Божьего вмешательства и откровения. Отношения настолько важны, что вы не можете их иметь. Верьте в Иисуса Христа, в Его любовь и благодать, и помните, что вы обретете радость, исцеление и процветание, когда я благословляю вас глубоким миром и радостью. Враги мои, не любите борьбу мою, ибо я поднимаю свет мой на голову мою.
Не беспокойтесь о деньгах, жизни или семье, потому что я буду работать на вас. Я благословляю вас миром, исцелением и победой. Дай Бог вам счастья, любви и благословений. Следующие шаги в вашей жизни будут полезны не только вам, но и вашим детям и внукам. Слушая молитву, вы выведете этот месяц на другой уровень. Вместо печали у вас будет радость, борьба с благословением, а неудачи с чудесами. Слушайте внимательно, потому что я, Иегова, ваш Бог, могу изменить ваш путь. Я обещаю превратить твою печаль в радость, а твое отсутствие в чудесное возвращение. Из глубокой нищеты я подниму вас к жизни в процветании и богатстве, превосходящем ваши мечты. Двери финансового успеха открыты для вас. По мере вашего продвижения вперед бремя финансовых проблем будет снято, и ваш долг исчезнет навсегда. Богатство льется к вам бесконечным потоком. Этот год обещает многое для вас и ваших близких. Это время исцеления, перемен и многих благословений. Приготовьтесь к благословениям, меняющим жизнь, и приготовьтесь внести свой вклад. Будьте уверены, что вас действительно ценят, и я всегда буду поддерживать вас в ваших победах и утешать в минуты отчаяния. Знай, что сегодня вечером твои слезы, переживания и страхи закончатся. Пусть теперь Божья рука восстановит утраченные возможности и время и принесет в вашу жизнь много благ, здоровья, радости и счастья. Он уверенно сказал, что не ожидал этого. Сегодня я готов получить любовь, исцеление и изобилие, которых я заслуживаю. Я верю в чудесное исцеление всей моей семьи и верю, что чудеса произойдут тогда, когда мы будем в них нуждаться больше всего. Перед вами открывается удивительная возможность, которая готова изменить вашу жизнь. Ваше финансовое положение быстро улучшится, и вы сможете без беспокойства закрыть свои долги и счета. Если верите, нажмите 222. Поэтому Бог сказал: «Знай это, любовь моя, ничто в мире не может разлучить тебя с моей любовью». Несмотря на твое прошлое, твои нынешние проблемы и твою неуверенность в будущем, моя любовь к тебе остается сильной. Я Бог чудес, я могу превратить радость и горе в надежду, доченька, происходит что-то чудесное. Живая молитва открывает путь матери для вмешательства в вашу жизнь. Молитесь сердцем, полным веры, и верьте, что я отвечу на ваши молитвы по своей святой воле. Помните, что я Бог любви и люблю вас безоговорочно. Ты ничего не можешь сделать, чтобы получить больше моей любви, и ты ничего не можешь сделать, чтобы потерять ее. Спи в моей любви, и пусть твое сердце наполнится миром и радостью. Я верю, что это время бесконечных благословений и любви. Это время чудес и благословений, грядущих на вашем пути. Надеюсь, новая неделя принесет радость, особенные моменты и благословения. Когда вы проснетесь завтра, приготовьтесь получить самые лучшие пожелания, которые вы когда-либо почувствуете. Приготовьтесь к неожиданным благословениям, большой любви и изобилию. Бог устранит боль, беспокойство и проблемы и заменит их здоровьем, счастьем и миром. Приготовьтесь к успешному сезону, чтобы осуществить свои мечты и выиграть по-крупному вместе со своими близкими. Вы чувствуете усталость и изнеможение до степени полноты и удовлетворения. История вашей жизни кардинально меняется, полная радости и возможностей.
Вы не одиноки. Бог посылает вас повсюду, готовых сражаться и принести мир в вашу трудную ситуацию. Сын мой, я даю тебе много благословений и взываю в назначенное время, чтобы благословить твой дом. Дайте им понять, что какой бы ни была проблема, вы можете ее решить. Ваша церковь будет полна испытаний и успехов во имя Иисуса. Ты мой любимый мальчик, я люблю тебя. При необходимости введите 333. Если вы верите в Иисуса Христа, пожалуйста, подумайте о поддержке нашей христианской общины. Все, что сказал Иисус, это то, что для каждого испытания, с которым я сталкиваюсь, каждой слезы, которую я проливаю, каждой бессонной ночи, каждого момента бунта или боли, у меня есть что-то особенное, чтобы сделать для вас что-то особенное. Я здесь, чтобы принести свет в мир, чтобы вы могли обрести надежду и перестать ходить во тьме. Независимо от того, счастливы вы или грустны, сильны или слабы, знайте, что я сильнее любой проблемы, с которой вы сталкиваетесь в этом мире. Я Бог всемогущий, хранитель, целитель и исцелитель, который обильно благословляет всех, кто верит в меня. Если ты дашь мне все, ты откроешь двери успеха на земле и соберешь богатство на небесах. Ожидайте, что благословение любви, здоровья и процветания наполнят вашу жизнь. Получайте благословение с открытым разумом и сердцем. Произойдут изменения в вашем финансовом положении. Оставайтесь сильными в своей вере и будьте благодарны за то, что вам дано. Я Верховный Творец, который может создать что угодно. Я могу потерять сознание на рассвете и подняться на самую высокую гору в мире. Будьте готовы к огромным возможностям, потому что я буду совершать одно чудо за другим, пока все ваши молитвы не будут услышаны. Я несу здоровье и исцеление, я забочусь о своем народе и несу мир и безопасность. Будьте готовы получить множество благословений, крепкое здоровье, счастье и процветание. На этой неделе начинаются чудеса, новое начало, полное возможностей, благословений и чудес для каждого человека. В конце года вы вступите в период ответов на молитвы, мира, благословений и изобилия денег. Доверяя Богу, вы можете быть уверены, что все будет хорошо, даже когда кажется, что все рушится, и что Он проведет вас в трудные времена. Помните, что всемогущий Бог работает для вас и превратит любую плохую ситуацию в благословение. Желаю вам и вашим близким здоровья и скорейшего выздоровления. Во времена отчаяния найдите силу в благодати. Ваша печаль приносит радость и преодолевает, казалось бы, непреодолимые препятствия. Вы находитесь в новой эре свободы, успеха и изобилия, которую вы даже не могли себе представить. Я обещаю превратить вашу боль в цель, ваш страх в решимость, а ваши испытания в победу. Теперь ничто не может быть скучным. Ангелы заверили вас, что если вы попытаетесь избежать этого послания, вам грозит опасность, и если вы хотите изменить свою жизнь, вам необходимо укрепить свою веру. У Бога есть важное послание о старухе, которая хочет причинить вам вред. Ангелы предупредили, что до этой недели мы пытались умереть, но вмешательство Бога помешало нам. Вот почему вы должны укреплять свою веру. Ангелы направляют вас, а Бог дает вам силу и стабильность свыше. Введите 75-75 и скажите, что ваше финансовое здоровье – это богатство, созданное вашим Отцом.
Ангелы объяснили, что вам необходимо прочитать это послание до конца, если вы хотите получить Божье благословение в своей жизни. Сын мой, враг пытался уничтожить твою душу, но твоя стража не дает покоя. С этого момента начнут происходить хорошие вещи. Ангелы хотят проповедовать хорошие новости, но важно, чтобы мы слушали внимательно, чтобы не разочароваться. Бог любит вас и хочет помочь вам прожить хорошую жизнь, если вы следуете духовным путем. Ангелы рады, что вы пришли сюда, и хотят, чтобы их слова были как дома. Они надеются, что вы будете наслаждаться жизнью в полной мере. Напишите слово 45-45, чтобы все эти перечисленные блага приумножались и поклонение Богу никогда не прекращалось. Аминь. Ангелы говорят, что когда вы приедете, ваша жизнь будет счастливой, а ваша семья получит все блага. Бог действительно хочет, чтобы вы чувствовали себя комфортно с нашими посланиями и жили своей жизнью в полной мере. Ни один Бог не может напомнить вам, что существует множество плохих влияний, которые каждую ночь пытаются нарушить ваш сон из-за вашего постоянного беспокойства. Однако с этого момента ситуация изменится, если вы будете следовать инструкциям. Когда вы прощаете тех, кто обидел вас в прошлом, вы чувствуете все зло в своем сердце, наполненном любовью. Помните, что Бог любит вас безоговорочно, и Его радость — видеть истинный успех и достижения в вашей жизни. Вас ждут великие дела, так что идите вперед с уверенностью. Я призываю вас развивать мышление роста. Мир полон возможностей и проблем, и ваше желание учиться и расти имеет важное значение для эффективного использования этого таланта. Открывайте новые горизонты и приобретайте новые навыки. Если вы еще не простили все свои грехи, Бог обещает, что в ближайшие недели наступит мир. Ангелы верят, что в это время вы проявили любовь к Богу, и это будет большая перемена, которую вы испытаете после прослушивания этого послания. Вы чувствуете в себе благодать Божию. Ангелы указывают на то, что сегодня мир войдет в ваше сердце, и ваш день будет полон благословений. Ты должен верить. Бог исполнил это предупреждение и убрал смерть с вашего пути, и Бог послал вас спасти вас. Теперь посмотрите на 53:53 и произнесите одну из моих последних молитв о том, чтобы поделиться этим святым именем. Ангелы увидели в видении, что все в вашей жизни будет хорошо и все ваши бремена падут в руки Отца. Правда раскрывается о человеке, который создавал проблемы в вашей жизни, сам того не зная, Бог вмешался и поймал вас. Важно внимательно слушать каждую минуту этого сообщения, потому что враг приготовил для вас большую ловушку. Бог сохранит тебя от всех ловушек, которые враг расставит на твоем пути, потому что нет ничего, что верующий мог бы преодолеть. Напишите 64-64, чтобы убрать ревность из своей жизни и простить тех, кто хочет причинить вам боль. Аминь.